Добрый день, в эфире новости, в студии Джангал Дуйшинбекова. У эвакуированных из китайского города Ухань 18 граждан Кыргызстана нет симптомов заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в Минздраве. Состояние прибывших из эпицентра эпидемии стабильное, однако до конца инкубационного периода они останутся в изоляторах. Накануне, отметим, 18 наших соотечественников были доставлены специальным бортом в Бишкек из Уханя через город Нур-Султан. Вывести их оттуда помогла казахстанская сторона. По прилету в Бишкек кыргызстанцев из Уханя разместили в специально выделенное инфекционное отделение больницы за пределами города Бишкек. Смертельное ДТП минувшей ночью произошло в Узгенском районе. В селе Мырзаке легковой «Лексус», в салоне которого были 7 человек, вылетел в кювет и врезался в столб. После удара машина загорелась. Прибывшие на место спасатели потушили пожар, но спасти находившихся внутри автомобиля людей не удалось. Все они погибли. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Требовал 400 тысяч сомов. Пойман с поличным при получении 350 тысяч. ГСБ опубликовала видео задержания главы Октябрьского Аюлек-Мыту-Аламединского района Кылычбека Тойчу-Улу. В нем видно, как оперативники в кабинете чиновника находят пакет с деньгами и раскладывают купюры на столе. Глава сельской управы, как отмечается в сообщении Финпола, вымогал у бизнесмена 400 тысяч сомов. Иначе грозился расторгнуть с ним договор аренды за песчано-гравийный карьер. Задержанного водворили в СИЗО-1. А в Бишкеке выявили банду фальшивомонетчиков, установивших канал поставок поддельной валюты из Турции в Кыргызстан. В ходе спецоперации, как сообщает МВД, в столице был задержан один из членов этой группировки. Он пытался сбыть 30 тысяч фальшивых евро. Начато досудебное производство. Оперативники проводят следственные действия по установлению остальных членов группировки. Ну а чекисты сообщают о задержании одного из сотрудников службы судебных исполнителей Первомайского района столицы. По данным АКС ГКНБ, по делу о контрабанде 70 тонн утиного мяса в мае прошлого года районный суд постановил уничтожить весь конфискованный груз. Однако выяснилось, предприимчивый судоисполнитель уничтожил всего около 5 тонн. А оставшиеся 65 тонн утятины реализовал двум предпринимателям за 150 тысяч долларов. Задержанного водворили в следственный изолятор ГКНБ. Кыргызско-американским отношениям нанесен серьезный урон. Так отреагировало Министерство иностранных дел нашей страны на введение визовых ограничений со стороны США в отношении граждан Кыргызстана. В минувшую пятницу, отметим, Дональд Трамп подписал указ о расширении списка стран, чьим гражданам ограничивается въезд в Соединенные Штаты. И впервые в этот перечень попала наша страна. Кроме Кыргызстана в этот список вошли также Нигерия, Судан, Танзания, Эритрея и Мьянма. Почему Кыргызстан оказался в этом списке, позже объяснил посол Дональд Лу. По его словам, в Вашингтоне очень обеспокоены по поводу репутации кыргызских паспортов, а также процессом их выдачи, а также тем, что наша страна не обменивается должным образом информацией, касающейся общественной безопасности и терроризма. Впрочем, запрет, как уверяется, будет неполным. США продолжат выдачу неиммиграционных виз, таких как туризм, бизнес, учеба. А для тех, кто хочет въехать в США для постоянного там проживания, в том числе и по лотерее Green-Card, то в визе будет отказано. Ограничения вступают в силу 22 февраля. При этом отмечается, граждан, которые уже получили визы или находятся в США, новые правила не коснутся. Нацбанк провел первую в этом году валютную интервенцию. 31 миллион долларов финрегулятор продал финансово-кредитным учреждениям. Это сделано, как отмечается, из-за увеличивающегося спроса на американский доллар и в целях сдерживания резкого изменения обменного курса сомом.
Для этого Нацбанк сначала продал банкам почти 14 миллионов долларов. Позже реализовал еще порядка 17 миллионов с расчетами, отличными от даты сделки. Месяц назад, напомним, главный банк установил абсолютный рекорд по количеству денег в стране. Их объем составил более 106 миллиардов сомов, что почти на 5 миллиардов больше, чем было на начало декабря прошлого года. Япония выделяет Кыргызстану грант на ряд социальных проектов. На днях в Бишкеке состоялось подписание контрактов по программе «Корни травы и человеческая безопасность». Согласно ним, правительство страны восходящего солнца профинансирует улучшение условий обучения в ряде школ Аксийского района Джалабадской области, улучшение условий проживания в Нижнесерафимовском стационарном учреждении для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также одобрены проекты по приобретению оборудования Центром психического здоровья в Атбашинском и Баткенском районах и улучшение экологического состояния города Токмок. Наша грантовая программа реализуется с 1996 года. За это время было реализовано 155 проектов. Большая часть из них охватывает сферу здравоохранения. После идут вопросы социальной защиты и проекты по сохранению экологии. Что касается подписания новых грантовых контрактов, нами были одобрены 5 проектов на общую сумму в 330 тысяч долларов. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Элит Хаус». Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Санта».